Приветствуем всех, кто слушает нас на разных площадках. Вы слушаете подкаст «Болджу» Центра философских исследований «Болджу» при Кыргызском национальном университете Юсупа Баласагина. Я Кадыров Арген, кандидат философских наук, научный сотрудник Центра. Напомню, что наш подкаст является одним из проектов Центра, направленных на осмысление вопросов культуры, философии, а также на развитие публичных размышлений о кыргызской философской традиции, ее смыслах, проблемах, истории и дальнейших перспективах. Друзья, не забывайте подписываться на нас на всех площадках. Это YouTube, Apple Podcast, также на наши страницы в Инстаграме, Фейсбуке. Мы регулярно там информацию выкладываем о важных наших мероприятиях, которые проводит наш центр, включая записи данного подкаста. Итак, сегодня у нас особенный гость. Философ, доктор философских наук, профессор, заведующий отделением философии Кыргызского туристского университета МАНАС Дилс Харабаевна Нурманбетова. Дилс Харабаевна, мы рады приветствовать вас в нашем подкасте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение. Теперь основной темой нашего сегодняшнего подкаста я бы хотел сделать разговор о природе кыргызской философии, о том, как она формировалась, какие этапы она прошла и какие мыслители внесли вклад в ее становление. Кроме того, хотелось бы обсудить современное состояние философии в нашей стране, какие есть проблемы, какие есть вызовы, ну и главное, какие есть перспективы развития. И также я бы хотел затронуть один вопрос о понятии кыргызской философии. Что именно стоит за этим термином, как она соотносится с мировой, в частности, европейской философской традицией. Ведь в советское время и даже позже я помню, что не было такого понятия, как кыргызская философия. Да? Чаще говорили о общественно-политической мысли кыргызского народа, подчеркивая, что речь идет не о философии в строгом академическом смысле, а может быть о мировоззрении, о эпосе МАНАС, нравственно-этических нормах, о политических представлениях нашего народа. И самое важное, я бы хотел затронуть тему про кыргызскую интеллигенцию, которая, конечно же, тесно связана с кыргызской философией тоже, о преемственности интеллигенции, советской, современной интеллигенции, о котором вы пишете в ряде своих статей, текстов, и Дилс Харабаевна. Поэтому позвольте начать с самого фундаментального, может быть. Когда мы говорим о кыргызской философии, что мы имеем в виду? Можно ли говорить о ней как самостоятельная философская традиция, наравне как, например, немецкая, русская философия или французская? Или скорее это такой совокупность культурных, мировоззренческих, может быть, идеологических и гуманитарных практик? Как бы вы обозначили содержание, объем, границы этого понятия? Да, еще раз добрый день. Я считаю, что это очень актуальная тема именно в рамках самостоятельного государства Кыргызстан, которое является частью геополитического пространства, соответственно, которое имеет свое наследие. И одним из видов этого наследия, наверное, должна быть представлена и является философская мысль. Вот здесь, наверное, я буду немножечко противоречива, потому что, как вы уже сами заметили, в эпоху советского государства, которое имеет как позитивные, так и негативные последствия для нас, для нашего сегодняшнего дня, тогда кыргызская философия самостоятельно никогда не рассматривалась. Это был предмет философское мировоззрение кыргызского народа. И то даже, по-моему, не говорилось философское, а где-то там философичные размышления вот в этом роде. Поэтому, честно говоря, долгое время я тоже была приверженцем того факта, что если есть и должна быть философия, то она должна быть строго академической. То есть именно такой, о которой вот говорят в рамках западной и восточной философии. То есть это именно те две традиции философского мышления, которые были сформированы в эпоху осевого времени, которые до настоящего времени существуют, и они определяют каноны, скажем так, философии как определенной квинтэссенции мысли эпохи. Если исходить из такой точки зрения, то, наверное, сложно назвать философию кыргызского народа в строгом смысле слова философией.
тогда, наверное, это мировоззрение скорее, которое имеет свои философско-специфические особенности. Я вот хотел бы для наших слушателей уточнить вопрос, точнее понятие осевого времени. Это вы используете понятие Карла Ясперса, Да. который говорил, что в V-VI веке произошло такое сдвиг в истории человечества, что произошло такое культурное явление, как философия в разных частях мира, да? Да, я как раз говорю именно о транскрипции Ясперса, когда он говорил о том, что вне зависимости друг от друга возникли эти мировые центры, соответственно, это были центры культуры, центры философии, и с тех пор пошло такое профессиональное занятие философией, и возник термин «классическая философия». Исходя из такого определения, назвать философию, кыргызскую философию классической мне сложно, но с тех пор, как я начала заниматься архетипом кыргызского мировоззрения, то есть мышлением кочевников, мне пришла своеобразная мысль о том, что это, наверное, определенное клише классической философии. Мы не вписываемся, но и мы как бы не должны, наверное, мы не обязаны в это вписываться, потому что, когда речь идет о западной и восточной классической философиях, то это... Индию, да, имеете? Индию, Китай. Индию, Китай, да. То это речь идет именно о философии, которая возникла в оседлых цивилизациях. Учитывая, что не преемниками, а прототипом, скажем так, кыргызского мышления современного является кочевой образ мышления, то он не мог возникнуть именно в тех канонических рамках, в которых возникла оседлая философия Запада и Востока. Поэтому у нас, наверное, специфическое философское мировоззрение, но с относительно, скажем так, недавнего времени, если рассматривать период осевого времени, начиная там с 19-го, и даже мне сейчас трудно говорить о рамках, я могу смело говорить о том, что у нас есть своя кыргызская философия. И историю этой кыргызской философии вы могли бы отсчитывать с какого момента? Это как бы, когда нам пришло советское время, либо до этого, или 91-го года, когда это вот могли бы вот нащупать какую-то эпоху, когда мы с уверенностью можем сказать, что это вот кыргызская философия, которая отличается от других. Ну, наверное, это речь идет о том этапе, который был заложен в советское время, потому что тогда возникла именно профессиональная кыргызская философия. То, что было до этого, это наши истоки, допустим, тюркоязычные мыслители, те же Махмуд Кашгари или Дюсуп Баласагын. Их в строгом смысле слова назвать кыргызами сложно, потому что это тюркоязычные мыслители. Но это наши истоки. А вот именно профессиональная философия, скорее всего, возникла в эпоху Советского Союза. Советского Союза. Ну, я здесь не могу не спросить такой вопрос. Вот то, что мы начинаем всякий разговор о философии с древних греков, и само слово философия — это как бы любовь к мудрости. И в истории философии утвердилась такая точка зрения, что философия — это то, что преодоление мудрости. Да? Философия возникает именно тогда, когда мы преодолеваем вот эту мудрецкую, нерефлексивную, да, можно сказать, которую, совершенно самое слово, не фальсифицируемые, не верифицируемые утверждения, когда философия начинает опираться на логику, на метафизическое диалектическое мышление. И вот, допустим, возьмем Платона и Аристотеля, вот они пытаются вот перейти из этого состояния просто описательного к рефлексии, к доказательству с помощью различных интеллектуальных практик. И с этой точки зрения можем ли сказать, что кыргызская философия до сих пор находится на лоне мудрости, то есть не перешла вот к такому другому этапу? Не в смысле, что другой этап — это хорошо, а в смысле того, что такой процесс произошло. И то, что вы говорите, что философия у нас как бы шла к нам, профессиональная философия в советское время, можно ли сказать, что вот марксистская философия, ленинская философия как бы убрала вот эту мудрость нашей кыргызской культуры, мышления и утвердила вот то, что мы говорим, рефлексивную, диалектическую логику мышления? Да, вы сейчас задали такой вопрос, наверное, о котором я такого специального акцента не делала, но сейчас вот навскидку я могу сказать, действительно, философия — это любовь к мудрости. Если исходить из такой транскрипции, то, естественно, у нас была своя мудрость, но она просто не называлась, наверное, философия в те моменты.
И я не могу не сказать о том, что она не была отрефлексирована, потому что у кыргыза-кочевника, у древнего кыргыза-кочевника присутствовала на уровне почти что априори такая созерцательность. То есть мудрость она была. Но если я говорю о профессиональной философии, то здесь, конечно, существует определенный идеологический концепт тоже, потому что кыргызская философия профессиональная, которая была сформирована в рамках Советского Союза, она была, ну, как бы и обязана была быть частью советской философии. Соответственно, она испытала на себе, ну, такой идеологический прессинг. Соответственно, в центре кыргызской профессиональной философии советского периода находились именно те вопросы, идеи и проблемы, которые были в рамках Союза. Советского Союза, да. Да. Хорошо, вот я хочу такой задать вопрос, а вот в кыргызской традиционной культуре, может быть, до революционного периода, вот роль того человека, который занимается умственным трудом, какова она была? Вообще была ли в социальном пространстве, в политическом теле такое отдельное явление, как, допустим, у нас есть акыны, они как бы занимают в социальном пространстве определенное как бы пространство, и они имеют влияние на общество, на политику, а вот самого роля такого философствующего человека, который занимается умственным трудом, какова, вы думаете, была роль такого человека? И вообще была ли такая роль? Я, наверное, соглашусь с тем, что вот именно акыны, они синтезировали в себе не только вот взлет такого художественного восприятия этого мира, но их художественное восприятие, оно содержало в себе определенную философичность. Я не называю это философией, а философичность. И знаете почему? Потому что я сейчас вспоминаю Сартра, который говорил о том, что параллельно друг другу и очень близко друг к другу существуют поэты и философы. Если у философов есть такая вот идейная направленность на осмысление мира, то у поэтов она как бы на чисто интуитивном уровне. Поэтому как раз-таки наши акыны, они синтезировали в себе. И вот когда, знаете, я сейчас сделаю небольшую ремарочку, когда я исследовала кочевой образ мышления, я отдельным рефреном у меня шли монасчи, потому что это были те люди, которых можно назвать, наверное, определенным мостом между поколениями. Это были те люди, которые на уровне художественного восприятия рефлексировали и передавали то духовное наследие, которое в нас было заложено, последующим поколениям. Поэтому им присуща определенная философичность и мышление, и восприятие, и изложение текста. Хорошо, а если говорить о продуктах этого мышления, то это монас, конечно, это акыны, их произведения, но какой их была как бы продукция, в смысле, которая ценна для сегодня то, что мы говорим, философии? Что ценно именно с точки зрения философии в их произведениях? То, что мы выбираем тут. То, что выбираем, как бы ставим в скобки их художественную сторону, выразительность, эмоциональность, именно то, что называется рациональной частью, которая свойственна философии. Если вы имеете в виду, что именно о рациональном... Логическое такое, диалектическое, продукте... Да, продукте, да. Да, но мне тогда сложно назвать, потому что их изречения, их мудрые мысли, это были именно сплав художественного воображения и философичности мышления. В качестве рационального продукта, что-то мне сейчас становится сложновато это назвать, а вот уже в период, как мы говорили, профессиональной кыргызской философии советского периода, то там уже пошел этот рациональный продукт в виде монографий, статей. Текстов, да? Да, определенных. Хорошо, я вот, чтобы завершить вот эту предварительную часть, я хочу спросить об одном вопросе. Вот то, что в традиционной кыргызской культуре, что составляет, как вы думаете, ядро этого, вы говорите, мировоззрения? Из чего все складывается? То, что можем ли мы нащупать какое-то ядро, исходя из этого, что мы можем сказать, что в этой кыргызской культуре есть вот это, и вокруг него все и собирается? Я считаю, что кыргызская культура, она представляет собой
инвариантную модель восприятия человеком мира и отражения этого мира прежде всего в собственном сознании. Что является центральным моментом, мне кажется, в принципе, то же самое, что было в период осевого времени, это соотношение человека и бытия. Это, ну, понимаете, единственная разница заключается в том, что если мы берем, опять-таки, чисто классическую философию Запада и Востока, то она преподносилась как рационально-логическое рефлексирование, то здесь, как я уже, наверное, в который раз говорю, это не рационально-логическое, а это интуитивно-созерцательное видение, но ядро, если вы имеете в виду именно ядро мысли, то это мысль о человеке и бытии, если я вас правильно понимаю. Или если вы, допустим, что-то уточните, тогда я могу уточнить. Да, вот то, что я вот вчера писал такой текст, что в кыргызской традиционной, я имею в виду профессиональной философии, твердилась такая точка зрения, что кыргызская философия, вот то, что вы говорите, человека и бытие, как перевели на кыргызский язык, это болун, что совершенно для меня непонятно, как это такое новое конструированное слово. Но вопрос я имею в виду, что ядро — это человек и бытие, да? Это то, что утвердилось в советской нашей истории. Я имею в виду, можно ли еще туда добавить не просто антропоцентрические взгляды про человека, про общество, но еще других, я имею в виду, вот, допустим, животных, природу. Они же тоже включаются в наше мировоззрение, и они составляют тоже как бы ядро этого мышления, да? Вот теперь я, наверное, больше поняла ваш вопрос. Я должна сказать, что именно у кыргызов-кочевников как раз взгляд был не антропоцентричный. Не антропоцентрический. Да, потому что у них было более гармоничное видение себя и природы, а животные, допустим, это были братья меньшие. То есть именно у древних кочевых кыргызов была некая такая, знаете, сферическое восприятие гармонии себя в контексте этого мира, который был наполнен всеми другими живыми существами. И это была большая органика. Даже вот, честно говоря, кочевой образ мышления для меня сейчас, если я могу отрефлексировать, это большая органика, нежели антропоцентричный подход, допустим, западного человека к этому миру, поскольку он его не просто познавал, а он его старался покорить. А вот кыргыз-кочевник, он не ставил себе такой цели, потому что он понимал, интуитивно ощущал это на себе определенную гармонию себя с этим миром. Он дитё этого мира. Хорошо, если я такой тезис, вы не могли бы поддержать или опровергнуть то, что я продолжу свою логику, что советская, наша кыргызская философия, она утвердила человека в качестве, то, что в словах Хайдеггера, это господина бытия, то есть такой антропоцентрический мир, потому что марксизм — это идеология, или точнее философия нового мира, это модерна. И мне сложно вот вспоминать, что или утверждать, что в Марксе есть такое, что нечто, что связано с природой. Там вообще этого нет. Там есть человек, экономика, общество, что там кто кого определяет. Но вопрос о природе, о животных там, в принципе, нет. И когда мы говорим, что советская профессиональная философия у нас есть, можем ли сказать, что мы просто убрали вот этот человек из нашего поля рефлексии, природу и животных, и оставили только человека и общество? Да, и я называю это первым очень масштабным кризисом кыргызской культуры, который совпал с периодом перехода от кочевой жизни к оседлому образу жизни. Это был объективный переход, который объективным образом представил новую модель мира, и человек был вынужден войти туда, потому что если бы он туда не вошел, то это все обрисовывалось, что в конце концов имеется в виду наше общество, останется на обочине истории. А мы, получается, влились в цивилизационный поток, и да, мы не то чтобы начали забывать, а мы задвинули все вот эти свои исконно гармоничные отношения с природой на уровень подсознания.
А на уровне сознания у нас высший рациональный подход, да. Я с этим соглашусь. А какова, как вы думаете, тогда роль вот этой профессиональной философии в вытаскивании, если можно так сказать, из подсознательного уровня то наше наследие, которое было до этого? То есть вопрос поднимался ли такой? Это вторая часть нашего вопроса, точнее, блок, да? Как я могу себе представить, нет, потому что была очень серьезная идеология государства, империи. И тот человек, который вставал против этого, его просто, грубо говоря, уничтожали. Я могу привести несколько примеров, о которых я сама слышала. Я не была свидетелем, потому что на тот момент времени, наверное, я была маленькая, но я слышала. Это наш очень известный историк-этнограф Аттокуров, который начал говорить вот именно о специфике кыргызского исторического мировоззрения. Его, грубо говоря, даже я сейчас не знаю, как это правильнее выразиться, но ему перекрыли кислород, и он испытал очень сложный процесс в своей жизни. Какие-то схожие моменты были у юриста Нурбекова. И если назвать среди философов, то, наверное, я могу назвать Аманалиева, который, кстати, один из первых написал историю кыргызской мысли. Он один из первых говорил о философии Тенгри. Тенир мы там, тогда на русском языке писалось Тенгри. То есть последствия были существенные, поэтому здесь как бы на выживание. Это была опасная игра, да? Да. Опасная игра? Да. А как вы думаете, вот я думаю, что сфера кинематографии, литературы, фольклористики, этнографии, трюкологии, это было поле, где можно было что-то делать, да? Потому что вот кинематография, кыргызское чудо мы говорим, там вот то, что сохранилось, наш архетип. А вот философия, это была такая подконтрольная очень сильно, да? И не было таких, может быть, таких фигур на величине Сайтматова, который мог бы своим авторитетом защитить вот это поле философии, да? Как литературу он защищал. И как вы думаете, в этом контексте задача нашей профессиональной философии была именно в чем? Это об обосновании марксизма, ленинизма в нашей культуре или в нашей жизни? Вот в чем была главная цель нашей советской философии? Главная, наверное, цель была поставить на рельсы кыргызскую советскую философию, включая все те нюансы, о которых мы только что говорили. Но я бы хотела сказать, что из этой плеяды все равно можно выделить те имена, которые внесли очень серьезный вклад, наверное, сродни Айтматову в литературе. Просто это было не так распространено, потому что, опять-таки, идеологический прессинг, он играл серьезную роль. Я могу назвать работу Алтынушпаева. Это очень интересная работа. Алтынушпаев — это у нас директор, да, был первым директором философии. Да, первый директор, имя которого сейчас дано Институту философии, Асылбек Алтынушпаев. Это Азиз Салиев, потому что его работа, например, «Мысль как система», «Человек входит в мир», я сейчас просто по памяти вспоминаю, это серьезные работы. И серьезная работа Аманалиева. Но это было в рамках дозволенного, поэтому я могу согласиться в том, что философия, она претерпела на себе больший прессинг, чем все другие, наверное, науки, именно потому, что она несла в себе идеологическую канву. И цель была какова? Цель была развивать те разделы философии, которые были общеприняты. Допустим, онтологические проблемы, гносеологические проблемы, теоретико-познавательные, может быть, даже в рамках кыргызской философии, какие-то проблемы аксиологии, антропологии, но в контексте истории, допустим, философской мысли. И это объективная картина. Кого вы еще могли бы назвать? Второй плеяда наша. Наверное, это как раз поколение Аскара Чукутаевича Кокеева, это Рахат Ачиловна, это которая впоследствии перешла с рельса философии на социологическую канву. Это Айнура Бекуловна Элибаева. Это, понимаете, там идет разброс в несколько лет, то есть получается там десятилетия даже.
это были, допустим, современные 80-летние наши представители и уже 70-летние. 70-летних больше. Я могу назвать, например, Джамгурбека Бекошева, я могу назвать Ульскойна Козубаева, Аскара Бекбоева. То, что я говорю про ядро философии, вот, например, я читал работу Аманалиева Батырбека, и он, как мне кажется, акцентирует внимание о том, что кыргызское мировоззрение в целом, она, если взять вот древнюю историю, это несколько гедоническое отношение к жизни, что кыргызский человек древний, он предпочитал этот мир и получать наслаждение в этом мире, а потустороннее, то, что выходит за пределы трансцендентного, это его мало волновало, и он ссылается на то время доступное для него источниках о енисейских письменностях, где вот была надпись, что я покидаю этот мир, к сожалению, что я не успел это все прожить, все. То есть такое было сожаление, что он уходит из этого мира. Да? И из этого Аманаим делает вывод, что древнее тюркское, или точнее древнекыргызское мировоззрение, оно гедоническое. И второе, что он говорит, это что киргизское мировоззрение на то время это было такое понятие и наивный материализм. То есть наивный материализм имеется в виду, что то, что мы говорим, что было эстетическое, интуитивное восприятие мира, но она не перешла в то, что диалектическое мировоззрение, и он говорит, что это наивный материализм. Но тенденции к оформлению какого-то рационального было. И далее он переходит к 15-16 веку, как мы так называем, легендарным как мыслителей, и он там делает такой вывод, что если собрать всех, то ядро этих наших мыслителей составляет вопрос этики. То есть не вопрос пантологии, обучения пути, там, гносологии в познании мира. Это вопрос этики, то есть нравственности, то есть отношения между людьми. И вы согласны с такой точки зрения, что кыргызское мировоззрение в целом, она, если так можно выразиться, этикоцентрична? Знаете, я в принципе не рассматривала кыргызскую философию с этой точки зрения, но я сейчас могу вам навскидку дать пару мыслей, которые сейчас у меня сразу возникают. Во-первых, когда вы говорите же о том, что Батырбек Аманалиев считал нас так гедонистически ориентированными, то есть получать удовольствие, удовлетворение в этом мире, то речь шла о том, что мы, имеется в виду кыргызы и, наверное, казахи, если мы говорим о Средней Азии и Казахстане, наименее религиозные народы. И поэтому тогда вот и поэтому существовал Тengir-Чилик как система природных символов, которые в определенной степени выступали кодами нашей культуры. Поэтому я сейчас использую слова, которые сразу сейчас вспомнила Мухтара Ауэзова, являющегося сыном великого писателя Ауэзова. Он сказал о том, извините, Мурат Ауэзов, сын Мухтара Ауэзова, он сказал о том, что Бог ломился бы в закрытую дверь, если мы говорим о кочевнике. Потому что кочевник был настолько сам в контексте природы, что ему не нужен был кто-то еще свыше для обозначения себя в рамках этого гармоничного природного мира. В этом отношении, наверное, Батырбек Аманалиев рассматривал такую концептуальную мысль. Ну, насколько гедонистично, вы знаете, это вы мне сейчас задали определенный тон для последующих размышлений, потому что я это не рассматривала в плане гедонизма. А вторая мысль, которая мне... Он не пишет про гедонизм, Да. наслаждение, я просто перевел это на понятный Да. язык. Я понимаю. А вторая мысль, которая сейчас мне пришла, когда вы говорите такие этикоцентричные моменты, знаете, мне сразу вспомнилось, что получается вот наша так называемый, мы же называем период советской философии, это становление профессиональной советской философии, кыргызского разлива, скажем так, что она совершает переход от каких-то, как вы сказали, наивно-материалистических воззрений к этическим проблемам. И я вспоминаю сразу древнегреческих мыслителей, которые вначале были космологичны, космогоничны, а потом Сократ их перевел в лоно
человека. Может быть, такие параллельные процессы у нас произошли просто с разницей в несколько столетий. Может быть, в этом случае, знаете, вы меня натолкнули на такую мысль, что, в принципе, когда развивается профессиональная философия, то она, может быть, идет по одинаковому пути, только с различными особенностями. У них это было тогда, у нас это произошло в рамках Советского Союза. Ну, знаете, вот когда вот Фаяз первым это высказал, и до Сократа это огромное время, да, это не просто там завтра это скажу, то есть это тоже они переживали огромный процесс, да. Вот эта ваша идея, что философский процесс, она может быть в любой культуре, но проходить более-менее одинаковым сценарием, да, то есть сначала происходит одно, потом происходит другое. Да, это очень интересная мысль. Из того, что мы сказали, я не могу не задать этот вопрос, потому что я долго этим занимаюсь. Я знаю, что вы тоже этим занимаетесь. Это, конечно же, феномен Айтматов. Если очень коротко, то я могу одной фразой сказать, что Айтматов – это символ кыргызской культуры. Я могу добавить, что Айтматов, даже несмотря на то, что он никогда не был философом, я многие его произведения расцениваю как несущие в себе философскую мысль экзистенциального толка. Поэтому он не профессионал-философ, но его произведения сродни тому, что вот как в свое время монасчи сыграли такую вот очень роль. После этого шел какой-то длительный период, и потом такую же роль, как монасчи, в кыргызской культуре сыграл именно Айтматов. Поэтому Айтматов, наверное, для всех кыргызов, я не являюсь исключением, это особенный символ, согласно которому вообще о кыргызах знают, и кыргызы представлены в глобальном мире вообще. Это если очень коротко. Айтматов, он может быть один из представителей кыргызской интеллигенции, который был очень тесно связан с европейской и русской философской и вообще интеллектуальной традицией. И сказать, что вот Айтматов, он такой человек наполовину кыргызский, наполовину такой европейский, русский, который оттуда, не буду использовать такое слово, импортировал новые знания, новые понимания мира. И не только импортировал, но и здесь создавал новую систему мышления, в котором приплетены европейская, русская, кыргызская. И это продукт, то, что я говорю, продукт был блестящий. В определенной степени да, потому что не случайно в русской культуре его называют русским писателем, русским советским писателем, потому что он вобрал это в себя, и даже один тот факт, что ему было легче излагать мысли и произведения на русском языке, говорит само за себя, потому что, как мы с вами знаем, язык — это же воплощение уровня такого мышления человека, осознанного восприятия. И если человеку органичнее говорить на русском языке, то это говорит об очень многом. Но я бы хотела сделать здесь немножечко ремарку, потому что когда я воспринимаю Айтматова, самое интересное, что на меня большее впечатление производят именно его ранние работы, которые более, если можно так выразиться, более крызкие, нежели уже последующие, когда он все это на себе испытал, все это вобрал, это получается определенный концентрат, и он был заявлен на весь мир. Но именно те, вот «Белый пароход», вот такого плана, «Солдатенок», те произведения, они на меня произвели более неизгладимое впечатление. Да, можно ли сказать, что вот советская модернизация кыргызской культуры, она произошла только наполовину? Я слышу такие слова не только от вас, а и от других, что Айтматов ранее он нам ближе. Позднее он непонятно. Потому что там, чтобы понять его, допустим, Тавра Кассандру, хоть минимум надо философское образование, что ли, получить. И сам Айтматов говорит, что вот раньше, когда я писал свои работы, это было наслаждением для меня. А вот когда я писал Тавра Кассандру, это был ад, это мучение, да? Очень сильное состояние рефлексии. И исходя из этого тезиса, я иногда думаю, что вот процесс такой модернизации, перехода совершенно к другой культуре,
она, как вы думаете, она произошла вот в карибской культуре, или мы все-таки такое сочетание модерна и собственной традиции где-то существует между? Как мне кажется, модерн вошел в нашу жизнь очень плотно, масштабно, но при этом сохранив где-то на задворках, наверное, наше традиционное «я». И это был такой тандем, который приносил значительные плоды, потому что я могу назвать, допустим, не только литературу, а, допустим, как вы сами говорили, кинематографию, скульптуру, балет, то есть различные виды искусства. Это и есть наш модерн на истоках собственной традиционной культуры. И это было прекрасно, на мой счет, на мой взгляд, потому что сейчас произошел обратный Ретрадиционализация? ну, не знаю как, но понимаете, именно та плеяда интеллигенции, которая совершила определенный скачок, они для меня вот как некая марка, как некий высокий уровень возможности представления себя в рамках союза, но при этом сохранив какую-то традиционную особенность. Сейчас это происходит другими способами и менее возбуждает мой интерес. Я читал такую историю, что вот на становление Айтматова, ну, я имею в виду вот таких бытовых вопросов, которые, ну, может устроиться на работу, там пойти учиться в Москву, сыграл ключевую роль философ. Да, это директор Института философии тогдашний Салиев. И вот он был, этот человек Салиев, я могу ошибаться, нужно уточнить, он был председателем Союза писателей. Есть история, что он, что ли, рекомендовал его, читал его с работы, и вот с его легкой руки Айтматов в каком-то смысле получил бенефис. То есть именно философия в каком-то смысле доминируя в рациональной сфере, да? Но и философия была какой частью этого пространства, который находил талантов. То есть они могли работать в Институте философии, писать свои статьи в рамках, конечно, какой-то определенной системы, но все-таки это была такая система, где если человек имеет тягу к интеллектуальному занятию. Действительно, я согласна с вами, что в тот период времени Национальная академия наук и в том числе Институт философии, это, знаете, было вот как определенная богемная научная жизнь. Вот бывает богемная и на уровне культуры такой другой, а это именно научная. Там была определенная своя свобода, именно свобода мысли. Они были очень разносторонними, они интересовались, и именно поэтому, видите, у Айтматова есть след такой вот, философский след не случайно. И это, естественно, идет на личностном уровне. И потом я хотела бы сказать, что Айтматов еще очень тесно общался с Харбеком Улдубаевым, который тоже является философом, потом он впоследствии стал партийным функционером, но это человек, который имел свою философскую базу, и с ним было очень и очень интересно разговаривать. Если подытожить то, что мы говорили про советское время, можно сказать, что советское время, с одной стороны, было в сфере философии. Мы что-то утрачивали, конечно, да, то, что мы говорили про гармоничное видение человека, природы, животных, как союз, как акторов нашего мировоззрения, не только мировоззрения, но этики тоже. Ведь не случайно Айтматов много обращается к животным. Вообще его романы и рассказы это про, можно сказать, наполовину это про животных, да? То есть на архетипном уровне можно сказать, что если философия убрала вот эту часть природы и животных в область, можно сказать, небытия, то литература, она сохранила вот эту часть, где у человека есть вот такой, то, что вы говорите, младший брат, это животные, и, конечно же, то, что их объединяет, это природа. Философия, она была, конечно, модерновым, новым явлением, которое привносил в нашу культуру рациональную часть вместе с идеологией, со всеми этими. Ну, как вы здесь правильно заметили, можно сказать, что это как медаль с двумя сторонами. С одной стороны, то, что мы утрачивали, утверждали человека качество господина бытия. Но с другой стороны, это было, что видимо... Наверное, тот кризис, который мы испытали от распада Союза,
он сказался абсолютно на всех, и в первую очередь на философии, потому что это было неизбежно и неминуемо, потому что, как мы говорили до этого, советский период, он шел под очень четким таким брендом идеологического наплыва, и вдруг этот идеологический наплыв, он завершается, и мы оказываемся сам на сам в вопросах определения себя вот в этом бушующем глобальном мире. Возникло две тенденции, как мне кажется. Первая тенденция – это не институциализация, а реинвентаризация собственного наследия. И именно тогда, как раз конец 80-х, заговорили об нашем архетипе, о кочевом мышлении, которое оказало для нас, это является наш архетип, он обосновал все и вся. И тогда я впервые об этом услышала от своего друга, от своего коллеги, от Советбека Месеркуловича Абдрасулова. Это он задал в определенной степени тон моему докторскому исследованию. И в тот период я могу сказать, что очень многие диссертационные исследования, они были посвящены именно тем истокам, которые оказали на нас влияние. Очень много работ писалось по акыным-заманистам. Очень многие обратились к Махмуду Кашгари и с литературной точки зрения, с философской, не говоря уже о Джусуге Баласагыне. То есть это было хаотичное время, которое имело диалектическую природу. С одной стороны, не знали, за что ухватиться, а с другой стороны, возникло огромное новое поле смыслов и возможностей, которые необходимо было осмыслить, понять и потом уже проинтерпретировать. Это такая была первая волна. А вторая волна, учитывая, что мы влились в огромное геополитическое пространство, хотя эта волна стала позже. Это волна определения, опять-таки, самих себя, идентификации себя в рамках глобального мира. Но если говорить поэтапно, то первый этап мы вернулись к осознанию собственных истоков, архетипа и кочевого самосознания. И второй этап – это когда мы стали осмысливать себя в рамках глобальной культуры. И здесь уже эпоха модерна начала переходить в постмодерн. И, как сказал один очень такой интеллектуал человек, он говорит, лучше бы мы остались в модерне. Не знаю, насколько это было бы возможно, потому что у нас всегда происходил кризис в геометрической прогрессии, потому что, если вы сами знаете, мы всегда совершали скачок. Мы совершили скачок с кочевого образа жизни к оседлому, а это огромное, где-то даже трагичное инвентаризация своего наследия. И второй момент, мы сделали скачок из феодализма сразу в социализм. Мы пропустили капитализм. Это опять очень и очень сложно. А теперь мы тоже совершаем такой же скачок, потому что у нас традиционное и только-только становящееся индустриальное общество, и тут мы совершаем скачок и в постиндустриализм, и сразу в информационное общество. Получается, что в нашей истории все время существуют какие-то определенные вызовы, очень серьезные по сравнению с другими, и у нас совершается все время развитие от скачка к скачку. И, естественно, это в первую очередь касается философии, и в настоящем, наверное, тоже существует определенное хаотичное, если честно, пребывание в рамках философской рефлексии. То есть можно ли сказать, что марксистская философия пришла к нам через революцию, то есть не было такого, чтобы мы, как русские, могли осваивать и французскую, и немецкую социалистическую идею, да? Достоевский, Толстой, они же много писали, да, и все они писали и осмысливали с точки зрения традиционной русской культуры и идеи новой, социализм, либерализм, все такое, да, то есть был такое время для размышлений. И от того и появились такие направления, как анархизм Бакунина и сам, собственно, Ленин возник из этой рефлексии. Но у нас именно в силу того, что у нас был кочевой образ жизни, и не было доступа к интеллектуальному наследию Европы, которая надвигалась на нас с огромным силой, да, машиной. И можно сказать, что
И тогда, и сейчас у нас у философов, можно сказать, которые мыслят на почве собственной культуры, нет времени на размышления. Да? Да, получается, что нас все время выкидывают в открытое море. Да. И мы оттуда выплываем так, как можем. И если, допустим, когда вот мы говорим о том, что когда кочевники переходили к оседлому образу жизни, и вот тогда, кстати, Токтоул, Тоолок Молдо, они вот несли революционные идеи, я сразу вспоминаю, извините, такой вот немножечко семейный момент, разговор своей мамы, у которой отец был вместе с Тыныстановым и другими Сесеномановыми, он заканчивал Среднеазиатский государственный университет. А его отец, то есть, получается, мой прадед, он был переводчиком, тельмеч. И тогда моя мама, она была маленькая, ей было 3-5 лет, она всегда говорит, я когда их слушала, я помню, говорит, такие слова, как революция, вот такие вот интересные особенности. То есть это было в тот период, когда в 19 веке мы совершали в начале 20 века этот переход. Получается, сама я, как представитель уже более современного поколения на тот момент времени, я тоже была, как и все другие, выкинута в это пространство и тоже, скажем так, улавливала какие-то на уровне символов понятия и пыталась из этого что-то сделать. То есть получается, что мы все, вот это, видимо, наша судьба. Вот говорят же, что исторические общности, это говоря словами Шпенглера, они имеют определенную свою судьбу. Наверное, это наша судьба. Судьба. Хорошо, еще был минус то, что вы пишете в своих статьях, это про интеллигенцию. Да? То есть у нас появляется какая-то интеллигенция, которая ведет наше общество вперед и, может быть, иногда назад. Их судьба тоже только обрывается. Первое поколение наших Хашим Тыныстанов, Юсуф Абдрахманов печально закончился. Интеллектуального труда или преемственность поколения, она оборвалась, да? И сейчас мы, вот вы пишете, что мы заново с нуля создаем вот эту прослойку интеллектуалов, интеллигенции. Конечно, и я это бы обрисовала понятием трагедия. Потому что это настоящая трагедия, что первая волна кыргызской интеллигенции, она была полностью уничтожена. Если бы они были, я считаю, что наше развитие пошло немного бы иным путем, потому что были бы заложены, как вы сами говорите, вот эти вот механизмы преемственности поколений. Этого не случилось. Поэтому советская кыргызская интеллигенция, они тоже сами дошли до определенного уровня, и как раз когда интеллигенция должна была пройти из прослойки в класс, имея 3 поколения, случается суверенитет, это, конечно, замечательно для истории кыргызского народа, но в социальном разрезе мне очень жаль, что сейчас, извините, я так использую такое слово, остатки кыргызской интеллигенции, они уходят. И все начинается заново. Представляете, 3-й раз мы все начинаем заново. А для нас же сказывается это в негативном плане, потому что если бы сохранялась вся преемственность, то сейчас мы могли бы выглядеть более, скажем так, образованнее, культурнее, достойнее. Я не отрицаю замечательные качества нашего народа, я просто говорю про объективные условия. И вот здесь, например, если мы вспомним тех же Рокфеллеров, которые первоначальный капитал, как говорил Маркс, он грязный, но когда проходит несколько поколений, они становятся рафинированными интеллигентами. У нас эта возможность все время забирается, и все время мы начинаем с нуля. И сейчас становление нашей политической интеллектуальной элиты, я считаю, тоже, особенно в социальном разрезе общества, это все происходит заново. И дай бог, что это все получит свои последствия, но мы все равно очень много теряем. Сегодняшняя, то, что мы говорим, элита или философы, которые занимаются этим, как мне кажется, что они отвергают вот эту нашу советскую историю, советскую марксистскую философию. То есть я имею в виду, что заново создавать нечто новое на пустом месте. То есть отрицают марксизм, и как будто, если мы отрицаем не Маркса, как будто мы хорошо будем понимать это Адам Смита, либо Карла Поппера. То есть я что хочу сказать, что преемственность поколений философов заключается в том, чтобы мы сначала должны освоить Маркс. Это великое достижение было бы для нас. Не каждый философ, мне кажется, может понять Маркса, потому что, чтобы понять Маркса, нужно кучу литературы прочитать с самого начала, Платона, Аристотеля, Гегеля, Канта,
и Энгельса, и самого Маркса, и последующую историю марксизма, современный марксизм, левую интеллектуальную историю. Не только вот советскую, но и его западную левую идеи, да, потому что западный марксизм тоже развивается в академических средах. То есть, что я имею в виду, когда мы сегодня на интеллектуальном уровне, да, то есть на идеологическом уровне отрицаем Маркса, это означает, что мы вместе с идеологией отвергаем вообще просвещение, идею просвещения, да. И я думаю, что вот наша современная интеллигенция, если можно так выражаться, и философы, которые сегодня вот пытаются что-то писать, мы не должны, в принципе, отрицать Маркса, да? Как вы думаете, это правильно? Конечно, Да? конечно, я полностью согласна, потому что это получается не диалектическое отрицание, когда мы полностью... Я сразу вспоминаю слова Ленина, который говорил о том, вместе с водой вылейте ребенка. Это очень, я считаю, неправильно, и это особенно для философии, ну, не должно быть такого в философии, потому что, как никто другой, философ должен видеть более далеко и, соответственно, более глубоко, и, естественно, отрицая все то, что было до сегодняшнего времени, это значит, мы отрицаем глубину своего прозрения. Да. Это обязательно необходимо, только после этого мы, скажем, наш уровень станет только выше. Да. Это я абсолютно. То есть нужно отрицать Маркса и Ленина, если ты его понял. Да, конечно. Да? Да. Просто так сказать, что вот это была наша совковая история, как молодежь. Наследие. Мы это не надо, мы хотим там новую жизнь, да? Новое понимание себя. Но, с другой стороны, вот заметьте, я могу сказать, что есть такая часть, особенно академическая часть, которые вот остались на таком же Марксе, да? То есть Маркс, который был в 70-е, 80-е, может быть, в начале Маркса. То есть нету движения вперед. То есть остаться только на Марксе сейчас уже невозможно, да? То есть у нас есть интернет, все доступно, если можно выучить английский язык, и спокойно можно пойти в другие страны выучить философию, то, что сейчас вообще происходит в мире, да? То есть не оставаться на таком уровне, что Маркс, он прав. Все это Маркс, и дальше ничего нам не надо. Да, диалектичный подход, я считаю, самый оптимальный вариант ко всему. И такой вопрос, да, который интересует нас и меня тоже, о современном состоянии именно вот нашего общества, философов, что вообще происходит у нас, вот, что вы могли бы сказать о современном состоянии, да, современном состоянии вот в плане образования, в плане общественного пространства, где представлены философы. Да. Главный вопрос, мне кажется, образование. Что вообще происходит? Мы производим ли философов? Что, если мы производим, что они читают? Кого мы можем назвать, если не современных философов? Что они философы? Вот. Современный разрез, что вы могли сказать? Я считаю, что мы находимся в состоянии хаоса до сегодняшнего времени, несмотря на то, что прошло 3 десятилетия после получения суверенитета, и за этот период можно было бы выработать определенную, скажем так, преемственную тенденцию. На сегодняшний момент времени, с точки зрения образования, учитывая, что я преподаватель, аховая ситуация, потому что сокращают часы по философии, и это в тот период, когда актуальность социально-гуманитарных наук, в том числе и особенно философии, возрастает. Потому что мы собираемся ведь готовить не просто специалистов, у которых в голове абсолютно ничего нет. Мы должны готовить людей, готовых для принятия вызовов современного общества. Почему-то с этой точки зрения понимания у нас нет. И вот хотела бы, может быть, даже через эту, может, передачу, как и через другие какие-то каналы достучаться, что должны обратить внимание, часы по философии должны не сокращаться, они должны увеличиваться. Я вот недавно, кстати, прочитала, что, например, в России философов приглашают даже в бизнес-сообщество. Почему? Потому что именно философы призваны находить выходы из различных экзистенциальных ситуаций. Поэтому, наоборот, актуальность философии в ближайшие 10 лет, она будет только и только возрастать. И в связи с этим, например, закрытие некоторых отделений философии в нашем образовательном пространстве — это просто
я даже не знаю, как это более помягче назвать, это недальновидно. Самое малое, самое мягкое, что я могу сказать, это недальновидно, и поэтому я считаю, что Министерство образования и науки должно пристальное внимание обратить социально-гуманитарным наукам и особенно философии, потому что у всех бытует неправильное мнение, что философ — это те люди, которые в своих абстракциях там где-то витают. На самом деле философы — это стратеги. Именно философия сейчас, она может заложить основы какого-то нового восприятия мира, потому что весь мир в глобальном кризисе, мы подошли к определенному концу. И если это не апокалипсис в чистом виде, то это апокалипсис в плане мышления, потому что тот мир, классический мир философии, он отошел. И сейчас мы находимся в эпохе постмодерна, когда классическая философия перешла в разряд неклассической, и там возникают какие-то новые тенденции. И если мы не будем знать этого, мы не сможем осознать собственное место в этом мире. Именно в контексте личности, народа и особенно государства. Поэтому я считаю, что философия сейчас переживает, наверное, не самое лучшее время. Она вообще как бы это пережила, и советское время, да, сказать, что она... Был всплеск определенный. Сейчас это, к сожалению, не происходит. Нет. Я считаю, что это должно произойти. Хорошо, вот такой внутренний вопрос, который касается самих философов. Вот как вы думаете, философия нужна ли обществу, либо в философии мы нуждаемся? И вот с точки зрения, что не общество должен предъявлять социальный запрос, а философия должна изнутри имманентно вырастать и потом дальше влиять на общество. То есть самостоятельность, автономность самой философии. Как вы думаете? Возможно, она нужна, но, понимаете, для знающего человека, для стратега должно быть понятно, что философия обществу тоже нужна. Здесь может быть такой двоякий вопрос, потому что недавно мне задали такой вопрос: а почему вы не выходите со своими запросами в более современными какими-то механизмами, способами к обществу? Почему вы не выдаете какие-то не такие длинные, а какие-то хотя бы, лекции? Потому что не все слушают. Какие-то, может быть, ролики. Почему вы о себе не заявляете, чтобы вы могли сказать, что вот мы есть, вот мы хотим помочь, вот мы разработаем определенные какие-то стратегии. Почему вы этого не делаете? Да, получается, я, наверное, должна признать, что в целом, наверное, есть какой-то инфантилизм. То есть запроса на нас нет, и вот мы сами в своем соку варимся, но мы должны стучаться во все двери. Мы должны быть едины, а у нас нет такого разрозненное. Если раньше институт философии выполнял роль, скажем так, аккумулятора, наверное, медиатора всех, то сейчас я даже не знаю, кто выполняет эту функцию. Поэтому мы находимся в той ситуации, в которой мы оказались. Наверное, виноваты и мы сами, надо это признать. И с другой стороны, все равно сейчас существует недостаток образовательного и культурного уровня. И все равно я считаю, что должна быть политическая воля руководства, чтобы они привлекали нас. То есть вы думаете, что надо усилить национальное оформление философского пространства, да? Да, обязательно. Я считаю, что да. Знаете, раньше еще один плюс советского профессионального философского сообщества были ежемесячные методологические семинары, в которых принимали участие представители философских кафедр всех вузов. Знаете, это было здорово, потому что был обмен мнениями, мы могли друг с другом поделиться, хотя бы сделать постановку вопроса, постановку проблемы. Сейчас такого взаимодействия нет вообще. И поэтому, например, мне сейчас даже сложно говорить о тех философах, которые закончили позже, потому что мы не все друг друга знаем даже. И приходится открывать для себя что-то новое. А должен быть медиатор, должен он быть, чтобы произошел диалог хотя бы внутри сначала самого философского общества профессионального, и потом, чтобы наш голос услышали, что-то надо делать. Я могу единственное сказать, это не оправдание, а определенные попытки на протяжении
более 10 лет я пыталась писать статьи, чтобы обозначить какие-то проблемы, привлечь внимание. Не знаю, ну, какие-то, конечно, отклики были, но я сама по натуре оптимист. Но в какой-то момент времени я подумала, Зачем это? да, нужно ли это вообще? И я на какое-то время замолчала, скажем так. А вот я тоже бываю в таких ситуациях, но я как выхожу из этой ситуации, ну, для меня, то есть я всегда вот отбрасываю мысль, что философия нужна какой-то структуре, государству, и начинаю переходить на внутренний уровень, да, то есть я занимаюсь философией не для того, чтобы кого-то развивать, там, чтобы повлиять, я для себя это занимаюсь, и какие-то мои тексты, может, продукции могут быть полезны, да. Но это не главная цель, да, главная цель в том, чтобы самому это интересно разобраться, вот, что вообще происходит, и запрос в институциональном оформлении там для меня вторичен. Но вы правильно заметили, что нужен новый менеджер, да, кажется? Новый менеджер, который мог бы, организатор философской науки, да, который мог бы собрать всех и задать какое-то время. Иными словами, судьба предоставляет нам время, да? Время размышлять, время писать тексты. Время возможностей. Возможности, да. Да, это нужно. Какое-то философское сообщество. Раньше у нас был, знаете, кыргызский филиал философского общества Советского Союза, а потом России. Потом это все разрушилось, и сейчас, мне кажется, нужно это. Нужно это делать. Да, да. А какие конкретные могли бы представить в ваших, может быть, мыслях есть, чтобы производить хороший философский текст? Что нам нужно? Может быть, нам нужен некий сайт, нужен, может быть. Что в плане вот именно Как мне кажется, платформ? такая модель, да, определенная. Вы знаете, в рамках отделения философии Кыргызско-турецкого университета МАНАС мы создавали, это называлось не общество философии, вот что-то подобное мы создавали, чтобы привлечь своих студентов, молодежь. Мы приглашали философов из других вузов, чтобы они выступали, чтобы шел какой-то определенный взаимообмен мнениями. Это же мысль, она не может быть статична, она должна мотивировать на что-то. Это существовало несколько лет, но на сегодняшний момент времени это мягко спустилось на тормозах. И сейчас в качестве модели, ну что я могу предложить? Я могу предложить создать какой-то определенный костяк из, ну, наверное, в большей степени молодых представителей. Ну, хотя там дело даже не в возрасте, если честно. Я считаю, что дело абсолютно не в возрасте. Молодой не означает, что ты, да, продвинутый. К сожалению, иногда, к счастью, бывает, что так, иногда, к сожалению, не так. Те заинтересованных людей – это раз. Второе – тех людей, у которых это получается, потому что есть как бы философы-одиночки, грубо говоря, как вещь в себе. Они способны мыслить, они способны производить, но они не способны организовывать. Да. Поэтому надо собрать какой-то вот, ну, я не знаю, сказать кружок это было бы. Ну, почему, например, раньше же был кружок, так же называли, а поэтому и каким-то образом распространять идеи, то есть медиация обязательно должна быть. А вот я заметил такую проблему, что я знаю многих философов наших, но они друг друга как будто не признают, да? Непризнания взаимного вот, диалога, в принципе, нету. Я вот приглашаю на мой подкаст различных людей, но неохотно идут и люди, не хотят делиться своими знаниями, своими высшими. Ну, вот это очень... То есть взаимное непризнание, да? То есть такой внутрикухонный как бы вопрос существует, что я, допустим, не читаю этого философа, потому что он мне как личность неприятен. Нет, ну это, понимаете, это, наверное, особенность межличных контактов. Наверное, это есть такое. Может быть, мы этого не лишены, но нужно все равно пытаться, потому что в конце концов можно донести, наверное, этот посыл. И я считаю, что он рано или поздно все равно должен реализоваться. Хорошо, спасибо. А вот и я хочу задать такой, может, последний вопрос. Вот в кыргызской, вот то, что мы говорим, современной философии, не в смысле организации, не в смысле там организации кружков, а в смысле самой философской идеи. Какая идея, она может быть, на ваш взгляд, вот костяком, чтобы в будущем, не через 20-30 лет, она была актуальна для нас? Это какая идея?
Может быть, вот кыргызская философия кочевничества, это, мне кажется, это немного поздний этап, да? То есть этот этап мы немного прошли, и сейчас это нам нужно другое, да? То есть, может быть, мы должны, допустим, размышлять о капитализме, может быть, о либерализме. Может, это глобализация тоже какое-то время была. Но это тоже прошло, да? Сейчас мы видим вообще другие тенденции, что это где-то 20 лет назад это было актуально. Вот сейчас что актуально? Уж куда мы должны в принципе, в сторону думать, да? Может быть, если мы немножечко прошли период актуальности архетипического, потому что он каким-то образом уже реализовывается, может, имеет смысл задуматься о прогностическом аспекте. Вот, допустим, не просто кто мы, а Вопрос идентификации, в принципе, пошел, да? да, ну, он идет. Он еще как бы не совсем прошел, он еще идет, но насколько мы можем себя обозначить в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе, потому что футурологи же говорят, что малочисленные нации к концу 21 века, они имеют тенденцию экстраполяции в массах других. Мы же этого не хотим. Мы все время гордо говорим, что мы потомки Манасы, что у нас не только 2200-летняя история, а 3000-летняя история. Мы говорим о прошлом. Это идеология. Да. Но мы же должны подумать о том, как мы сейчас существуем и сможем ли мы себя сохранить как национальное государство в ближайшем будущем, как кыргызский народ. Мне кажется, это бы, знаете, что сделало? Сопрягло вот это вот взаимосвязь времен, прошлое, настоящее, будущее, с акцентом на будущее, но не в том плане, когда вот нынешнее поколение, оно как бы как потерянное поколение, а с акцентом центрации нашей ментальной культуры для воспроизведения себя в ближайшем будущем. Хорошо, можно ли так сказать, что философия — это та форма, которая может на себе применять этот наш народ и дальше сохраниться? Потому что, вы знаете, я думаю, что философия — это всегда вызов и не всегда хорошая. Потому что это всегда... Сейчас вот популярно такое направление — философия темного просвещения, да? Не просвещение в смысле там света, а темное просвещение. Что имеется в виду, что я всегда думал, что философия — это не только то, что дает нам силу, это то, что отбирает нашу силу, да? То есть философия — это бесконечное сомнение декартовское. И можно сказать же про немцев, русских, да? То есть они не боялись философии, то есть они активно изучали. Конечно, были противники, но в целом эти народы, они философские, есть философская традиция. Сегодня мне кажется, что мы в каком-то смысле боимся философии. К чему? Я говорю боимся, потому что мы не хотим в нашу идеологическую сегодняшнюю, то, что я говорю, этноцентрическую идеологическую парадигму втискивать нечто такое рефлексивное, нечто такое, который может разрушить наше мировоззрение. Да? То есть мы боимся разрушений. А философия всегда это разрушает, потому что Маркс тоже что-то разрушил. Но что-то он построил. И вот боязнь философии. И можно ли сказать, что в будущем мы, настоящая кыргызская философия, не должны бояться? То есть надо изучать философию, пытаться философствовать. И не бояться, что мы что-то потеряем в нашей предыдущей культуре. Вот совмещать традицию и современную философию иногда порой очень трудно. Ну, согласитесь. Потому что что-то мы должны отодвинуть в сторону, чтобы дать место другого, да? А философия требует очень много пространства. То есть мы можем сказать, что философия культуры кыргызского народа, это хорошо. А если говорить в передовой философской мысли, то там, кажется, это совсем другое. А вы знаете, я не знаю, может быть, я выскажу крамольную мысль, может, нет. Я выскажу две мысли. Первая мысль заключается в том, что, на мой взгляд, сегодняшняя философия, мировая философия, она претерпевает глобальный кризис западного рационализма.
И в этом смысле на повестке дня актуализируется понятие интуитивного образа мышления, потому что сейчас все нити следующего прогресса заключаются, следующего развития заключаются не в руках тех, у которых есть нити технологического прогресса, а в руках тех, которые найдут выход из современной экзистенциальной ситуации. И поэтому сейчас очень актуализируется и востребована интуиция. А интуиция, интуитивность, как некая априорная такая составляющая была в кочевом сознании. Это не означает, что мы должны там возвращаться к кочевью как образу мышления, но мы должны некоторые моменты просто актуализировать и внедрить в настоящее. Это будет скажем так, реинтериоризация нашего наследия. И она вместе с тем даст какой-то толчок для будущего. И в этом смысле мы сможем сыграть роль, определенную роль. Потому что все равно не зря же говорят, что в период вот таких вот катаклизмов, период смены эпох, выравниваются шансы всех культур. Не только тех, которые смогли, допустим, сформировать империи, а даже малочисленных. Поэтому все мы равны вот перед вызовами истории, и в этом смысле современные технологии могут помочь. В том смысле, что если какой-то человек, это без разницы, там, какой он национальности, если он какие-то вещи говорит приемлемые, и его, допустим, кто-то услышит, и это может сразу тиражироваться. В этом отношении у нас есть определенные шансы. Насчет боязни, знаете, я вот, оказывается, никогда не думала, может быть, после вашего вопроса я теперь задумаюсь. И вторая мысль, которую я сейчас хотела сказать, и пока я первую говорила, не забыли, она уже немножечко вытекла. То есть вторая мысль заключается в том, на мой взгляд, что современная философия, та, которую мы знаем, она завершает свое существование, в моем понимании, потому что этим самым модерном мы провели прям такую очень существенную черту. То есть я могу сказать, что более чем 2000-летняя история философии, даже скольки вековая, 25 веков, она приходит к своему логическому завершению. И поэтому на сегодняшний день очень актуально не возрождение философии, а формирование новых концептов философии для того, чтобы мы смогли ответить на вызовы современности. Кто эту философскую систему концептов создаст, это еще неизвестно. И поэтому в данном случае, когда я предыдущая говорила, что западный рационализм претерпевает глобальный кризис, вот тут и карты в руки абсолютно всем. И тем, кто занимается сам для себя философией, и тем, кто хочет ее популяризировать и стать медиатором для того, чтобы философия каким-то образом была принята обществом. Мы стучимся, может быть, даже в закрытые двери, но сейчас время противоречий. Не зря же говорил Конфуций: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Но я считаю, что здесь есть свои огромные плюсы. И здесь масса возможностей, которые сейчас можно использовать. Можно идти, как Платон, и из пространства выдернуть именно ту идею, которая окажется краеугольным камнем совершенно нового видения мира. В этом мир нуждается. То есть вы считаете, что и европейская философия заканчивается, да, с модерном, и открывается пространство для не философской культуры, в смысле европейского? Ну, может быть, и она, но я считаю, что рационализм настолько у них сейчас в таком глубоком кризисе, что им еще требуется время для того, чтобы выйти из этого кризиса. Поэтому карты в руки и многим другим. Я вот недавно читал такого гонконгского философа, сейчас он работает в Европе, Ю Хуэй, он занимается философией техники, и у него есть такая прекрасная работа «Пост-Европа». То есть он пишет, что Европа, да, он согласен с вашей идеей, что Европа, после Хайдеггера он все сказал, да, то есть все завершился. Но Европе нужна новая идентичность, если так можно выразиться. Но эта новая идентичность — это не старая Европа, которой уже нет, да, то есть не рациональность, не то, что либерализм, права человека, все это это очень хорошо, но
она не релевантна для современного мира. Нужно нечто новое. И в этом смысле можем сказать, что не только другие культуры имеют такую карту, но и сама европейская философия. Да? Если мы читаем современных философов, не только Юхоя, они, в принципе, об этом и тоже говорят, что европейская философия находится в глубоком кризисе, и это тоже задача для самой философии европейской. Да, самой европейской философии. Ну, если мы сегодня говорим, что ориентироваться только на Запад, западную философию, привнести сюда их концепты, это может быть работать, но у нас есть равные шансы, да? Да. Равные шансы, равные возможности, но кто-то стоит впереди, может быть, что-нибудь есть деньги когда-то, да? Может быть, у них есть хорошая инфраструктура, публикации, журналы, и все такие возможности существуют. Но в этом плане, мне кажется, мы немного отстаем, да? Но все равно, тут же главная идея. Да, да, я вот согласен с твоим мнением, что нам нужен только один философ, который, если он напишет какой-то философский текст, он может продвинуть нашу культуру, нас пройдет вперед. Да. Я вот считаю, что это так. Пришло время случайности. Да, случайность. Не необходимости, которую должны там что-то создавать. Да. Нет, просто придет один человек, напишет философский текст, и это может продвинуть. Да. Как бы как Айтматов. Да, это время случайности, и этим самым оно интересно. Время закономерности, но не то чтобы прошло, оно как бы отодвинулось в тень истории. Постмодернизм. Так вот, да, нет причинно-следственной связи. Хорошо. И самый последний вопрос, хорошо. Что бы вы могли сказать нашим кыргызстанским молодым философам? Что бы вы могли советовать? Во-первых, я хочу сказать им большое спасибо за то, что они пришли в философию. За то, что или сложились обстоятельства, или, да, возможно и такое ведь, или у них что-то прозвенело, скажем так, в сознании, и что они к этому пришли. Я за это хочу им сказать большое спасибо, и я хочу им сказать, что сейчас возможно невозможное. Поэтому у нас, кстати, у нашего поколения этого не было. Такой возможности в таком масштабе, потому что мы же формировались, во всяком случае, в период идеологических концептов. Мы пытались на своем уровне ко всему приходить. А сейчас такое время возможностей, поэтому молодые философы, я буду очень рада, если у нас осуществится определенный прорыв, потому что я знаю нескольких людей, у которых очень хороший потенциал. Если это будет реализовано, если, понимаете, если как бы сведется место, время и все случится, то нас ожидает, может быть, всплеск, потому что после Айтматова прошло еще уже много времени. Я не могу назвать в плане литераторов. Я никого, то есть не хочу ущемить. Очень хороший, очень талантливый обязательно есть. Но именно уровня Айтматова пока что выделить кого-то одного очень сложно. А вдруг теперь пришло время такого философа, и я буду только рад. То есть после литератора философ. Да. Почему нет? Почему? И учитывая то, что у нас кыргызский народ в целом в архетипе, да, он такой быстро охватывает нечто гибкий, может быть. Да, гибкий. Да? Адаптируемый, да? Но это не в смысле, что мы не беспринципные, а в смысле того, что мы, в смысле, может быстро ориентироваться в действительности. Хорошо, Тасхарбайна, я получил огромное удовольствие с разговором с вами. Спасибо вам большое, взаимно, потому что я тоже сегодня получила определенные толчки, сделала зарубки, о которых я, наверное, подумаю. Может быть, что-то из этого